Есть вот такого плана. Вот, я его называю зеркалка. Взял в таком формате. Вот. Мне показались вот эти очки четче. Доброго дня, друзья. Сегодня наше видео будет приурочено моему новому приобретению очков марки Delaro. Delaro, ребята. Это очки у нас производство Италия. Я их приобрел на последнем чемпионате в Блумфонтейн. У меня абсолютно не было планов покупать эти очки. Я проходил мимо, увидел палатку и одел эти очки. И мне стало хорошо. Я не мог удержаться, приобрел себе вот эти стрелковые очки. Я не знаю, я ушел в свое время от этих очков типа Рендель, потому что, на мой взгляд, они напоминали в свое время, ну не знаю, я не хочу хаять тут плохо, но сам дизайн мне напоминал, я не знаю, там бабушку мою, да, скажем так, для меня лично. Вот. Ну, прошло время, раньше, может быть, я старался как-то снаружи для красоты, но сейчас, наоборот, для меня первое качество стало, которое более приоритетно, это оптические качества. Так вот, чтобы не изъясняться какими-то сложными словами, я, когда одел эти очки, у меня вот очки, те, которыми я стреляю, и до сих пор я ими очень сильно восхищаюсь, это номер один Пила. Друзья, Пила. Разные у меня есть цветовые линзы называются, да? Линзы есть вот такого плана. Вот, я его называю зеркалка. Вот тут у него есть своя как бы номенклатура в цифрах. Я это не помню точно. Вот. Вот такого плана. Тоже best. Фиолетовые. Их одеваешь, и они становятся все прямо так. Смертельно или статично можно назвать. И только мишень живая. То, что в движении. А это вот самые хорошие мои любимые очки тоже. В такое пасмурное время. Вот, полупрозрачные, но с таким переходящим тоном. Тоже очки марки Пила. А также вот эти очки, они являются для меня, ну, можно сказать, чемпионскими. Потому что я ни одно соревнование, ни один шторм с ними проходил. Ни один шторм. И вот эти очки, они очень легко меняются сами по себе. Вот, взял, отодрал линзу, поставил вторую линзу. Вот, на клипсах все. И погнал стрелять, друзья. Вот, обалденные очки. Несравнимо. В свое время экономил. Покупал разные очки с интернета. Вот. Не мог никак согласиться. В свое время вот эти очки стоили, не знаю, где-то может быть под 70-80 тысяч. Но это предпоследняя, получается, линейка. Сейчас есть новая линейка, где дужки вот эти вот регулируются вверх-вниз, чтобы можно было их, ну вот этот вот градус менять за счет вот регулировки вот этих дужек. Они очень простые, очень классные, кайфовые очки. Вот. И до сих пор являются для меня мерилом. Но, ребята, почему я решил сегодня сделать такую небольшую распаковку? Вот, я взял в таком формате. Вот. Вот. Потому что я, ребята, не смог удержаться. Какими словами вам донести идею, в чем отличие и в чем именно мне понравились эти очки Delaro? В том, что я не могу сказать, что это хуже, это лучше, но, на мой взгляд, ребята, вот эти очки все равно остаются моими хорошими очками, но здесь мне показались вот эти очки четче и как-то контрастно, более-менее детально. Да, как говорил мой бывший тренер, можно увидеть там, я не знаю, усик у муравья на каком-то близком расстоянии, хорошо сконцентрировавшись. Очки Пила они дают. Но вот эти очки, я просто был в шоке, ребята. Я просто одел. Блин, я 2 года назад видел, что вот ребята ходят в таких стрекозах. Стрекозы. Это мое как бы выражение. Ну, похоже на стрекозу, да, ребята? Вот такие штуки боковые. Шоры, да? Чтобы не отвлекать. Как спортсмены в олимпийских видах спорта. Шорами всегда стреляют. И одев их, я просто, ну, получил вау-эффект.
Они мне обошлись где-то около 700 долларов. 700 долларов. Вот. Были сбережения, и я их не стал откладывать, я сразу приобрел. Вот у нас такая вот упаковочка. Здесь я уже поставил свои метки. Имя свое поставил. Кожаная такая хорошая. Чехольчик такой взял. Вот. Салфеточка такая новая, хорошая, незафленная. Здесь вот это мои очки тоже. И взял вот здесь вот идет 16-я моделька. Я помню, еще не забыл, 16-я. Это получается такая темная коричневая. Здесь есть светло-коричневые. Сегодня попробовал первый раз темно-коричневые пострелять. Светло-коричневые, они тоже неплохие. Но когда ты их одеваешь, ты прямо, ну, глазами вот так вот в солнце, ну просто это настолько все разъедается, становится, когда слишком ярко. Ну, даже есть какая-то дымка своеобразная, когда слишком жарко. А это просто все упорядочивает, все собирает в гармонию, так скажем, и превращает в какое-то такое умиротворение. Вот светлые очки, темные очки. И мне подарили, буквально можно сказать, подарили, сделали охрененную скидку там, 2000, сколько рендов, или сколько, около 10 тысяч. Вот эти вот флеш линзы, которые я все не нарадуюсь увлеченно одеть в пасмурное время, когда мишени будут яркими. Вот называется флеш, они очень дорогие линзы. Вот эта линза. Вот эти линзы, они сами по себе тоже делают мишени яркими, да, красный оттенок придают, кислотный цвет. Ты видишь, как бы, да, вот все четко прямо. Но вот эти вот флеши, они просто дают побольше прямо эффекта, яркости мишенью, скажем так. Вот такой вот маленький чехольчик, марка Деларо. Взял к очкам комплект, ну, вот таких вот отверток, 500 рублей, которые дают как можно мелкий минус. Фокусировка на меня уходит. Мелкий минус. Чтобы можно было подстроить вот этот люфт носовой пазухи, вот этих креплений. Здесь это все регулируется. Я взял максимальный размер XL. И даже он, ребята, мне как будто не подошел первое время. Ну, внимание такое, уши оттопыривает. Но сейчас как-то не сильно, я их немножко сюда в бок отвожу. И становится более-менее комфортно. Вот, более-менее комфортно. Охрененное восприятие, ребята. Внимание наружу прямо сразу. Как будто смотришь юным весенним утром ручейки. Или же можно сказать какой-нибудь такой телевизор HD, супер дорогой, который стоит в торговых центрах. Ты смотришь на него и думаешь, боже мой, вот это передача. Но, конечно, живая передача, она никак не воспринимется с этим телевизором, с этими дисплеями. 5-10. Вот такая вот небольшая распаковка, ребята, очков фирмы Деларо. Вот. Я настоятельно рекомендую, ребята, если вы профессионально занимаетесь спортом, то это, ну, просто охрененный, как бы, дивизион, этап, веха в развитии, прямо вот в моем плане, в моем видении. Просто мне показалось, ну просто вот мне вот эти очки показались супер. А вот эти очки, ребята, Пила, это мои ветераны. Я их, конечно, никому не отдам. Это очки, ребята, можно назвать будущего, да. Если вы, допустим, стреляете из каких-то очков разных марок, а может быть и без марок, то не теряйте время, ребята. Берите в рассрочку, покупайте, есть возможность у вас. Очки это являются... Я потерял очень много времени, потому что, ну, я не знаю, как лбом, я не знаю, там, ребята носили пилу, а я прямо вот думал, что это как бы... Здесь должно быть этот таракан. Очки на самом деле. Потом я, Петров, там Паша, купил себе очки. Как-то раз мы в стенде в Якутске встретились с ним. Он мне показал вот эту линзу. Вот эту зеркальную линзу. Я просто ахнул. Вот. Ахнул, и мне сразу расхотелось прям. Я не знаю, какие линзы я до этого одевал, что прямо не приходил к принятию решения. Но вот эти вот линзы, вот которые мне вот очень понравилась, вот эта линза, она и как коричневая, она и как зеркальная, она и как отражающая, она и как
не такая сильно темная, прямо я в такое время даже стрелял в сумерках. Просто остается уделом прямо, ну, сильных, как я назвал до этого, прыжком в будущее, да, вот так вот сейчас вот мне мысли приходят, как сейчас помню, прыжком в будущее. Поэтому, ребята, не экономьте. Если есть возможность, покупайте пилу. Вот, пила это охрененное качество, ребята. Не знаю, проценты попадания мишени у вас всяко увеличится. А также, если даже вы, допустим, стреляете где-то на охоте, ну что, обязательно надо быть стрелком, спортивистом, деть на перегоне, например, да, если вы аккуратно владеете своими хозяйством, обиходом. Ну, достали с чехла, одели, например. Ну, это просто вот небо и земля, ребята. Я не знаю, будет видно, нет? Небо и земля, ребята, небо и земля. Так, наверное, не будет восприятия. Да, в машине они просто кайфовые, ребята. Вождение просто в машине. Ну, а когда вы стреляете, вот я сейчас одеваю, и так настолько прям успокаивает разум и мозг, и тело. Блин, как так очки могут успокаивать? Что просто можно бесконечно рассказывать. Добро. Вот. Надо было мне раньше купить, но я не жалею. Вот. Ну а что касается вот распаковки вот этих очков Деларо, это просто небо и земля, ребята. Небо и земля. Я просто не перестаю восхищаться. Просто не перестаю восхищаться. Как они прямо, как прямо вот технология дошла вот до такого этапа времени, когда настолько можно менять окружение прямо. И, ребята, в завершение хотел остановиться на своих очках, на моих еще ветеранных очков. Это, ребята, очки, которые я заказал в простой оптике. Вы будете смеяться. Та-да-да-дан! Сразу приходит идея, что, возможно, у него есть какая-то диоптрия. Нет, ребята, у этих очков нет никакой диоптрии. Это просто очки. Но это не простые очки, ребята. Как раз таки вот в Якутске у нас в салоне оптики. Где-то еще прямо. Вот. Видите, вот у меня заскочевано даже. Я не знаю, зачем я заскочевал. А мне надо затянуть, оказывается. Да, заскочевал. Вот это очки, ребята, они имеют вот этот вот эффект суперконцентрации. Суперконцентрации, когда ты более-менее... Тут нет диоптрия, но нам же нельзя стрелять на стенде без очков, чтобы не повредить свои глаза. И эти очки как раз выручают в пасмурную, дождливую, снежную, бурю, там, в любую погоду, когда нужно просто вот смотреть по факту, ребята. Охрененные очки прямо. Они имеют очень много всяких разных функций, что-то там отталкивает воду, суперконцентрация, суперблеск. Это простая, как японская какая-то, стекло какое-то японское, мне сказали как. Вот, и оно очень прямо мне помогает. Я вот не раз вот из этих очков стрелял четвертаки. Было такое даже у меня. Поэтому я их всегда держу на случай того, если погода будет очень буйной, и мне придется их использовать. Такое вот видео. До скорой встречи. Всего доброго.